Добрый день, уважаемые участники! Сегодня мы продолжаем с вами серию вебинаров, посвященную внедрению целевой модели наставничества. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена вопросам, связанным с реализацией программы наставничества в образовательных организациях. В частности, мы рассмотрим этапы и функции участников при реализации целевой модели наставничества. Начнем мы с рассмотрения основных базовых функций образовательной организации, а также основных этапах деятельности образовательной организации по внедрению целевой модели наставничества. К числу основных функций образовательных организаций, которые осуществляют внедрение целевой модели наставничества, методологи относят следующие. Во-первых, это разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой модели, реализация программы наставничества, реализация кадровой политики, в том числе привлечение, обучение и контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программе наставничества. Также к функциям образовательных организаций относится назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации. Помимо этого, инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ наставничества, осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества. К функциям также относят внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм Министерству просвещения Российской Федерации. К функциям образовательных организаций будут отнесены проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества, которые, в общем-то, осуществляются в ведении образовательных организаций, обеспечение формирования баз данных программ наставничества и лучших практик, а также обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества в форме непрерывного образования. Решением руководителя образовательной организации, планирующей внедрить целевую модель наставничества, назначается куратор. Куратором может стать представитель образовательной организации, партнера программы, представитель региональной некоммерческой организации, организации любой формы собственности, чья деятельность связана с реализацией программ наставничества, волонтерской деятельностью, образованием и воспитанием обучающихся. Каковы же основные задачи деятельности куратора? Это сбор и работа с базой наставников и наставляемых, организация обучения наставников, в том числе привлечение экспертов для проведения обучения, контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества, контроль проведения программ наставничества, участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества, решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации модели, а также мониторинг реализации и получение обратной связи от участников программы и иных к причастных к программе лиц. Куратор осуществляет сбор первичных данных для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества через персонифицированный учет участников программ наставничества в образовательной организации. Для оценки вовлеченности участие в программе наставничества принимается как прохождение участникам полного цикла программы наставничества и в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным, куратор вносит информацию о количестве участников программ наставничества в соответствующую форму федерального статистического наблюдения и направляет данную форму в Министерство просвещения Российской Федерации. На данном слайде представлена примерная форма базы наставляемых. В данной форме обозначены следующие параметры. Это фамилия, имя, отчество наставляемого, контактные данные для связи, и также это данные представителя наставляемого, если мы говорим о детях в возрасте, начиная с 10 лет, год рождения наставляемого, основной запрос наставляемого, дата вхождения в программу, фамилия, имя, отчество наставника, форма наставничества, место работы или учебы наставника, дата завершения программы, результаты программы, также ссылка на кейс
отзыв наставляемого, размещенный на сайте организации, и отметка о прохождении программы. Примерная форма базы наставников выглядит следующим образом. В ней отмечаются следующие параметры. Это фамилия, имя, отчество наставника, контактные данные для связи, место работы или учебы наставника, основные компетенции наставника, важные для программы достижения наставника, интересы наставника, желаемый возраст наставляемых, ресурс времени на программу наставничества, дата вхождения в программу, фамилия, имя, отчество наставляемого или наставляемых, форма наставничества, место работы или учебы наставляемого, дата завершения программы, результаты программы и ссылка на кейс, отзыв наставника, размещенный на сайте организации. Каков же примерный комплект нормативных документов образовательной организации, необходимых для внедрения целевой модели наставничества? Во-первых, это распорядительный акт образовательной организации о внедрении целевой модели наставничества на уровне организации. Данный акт должен включать следующие характеристики. Это основания для внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации, сроки внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации, назначение ответственных за внедрение и реализацию целевой модели наставничества в образовательной организации с описанием обязанностей, назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программы наставничества в организации, сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества, планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации, утверждение положения о программе наставничества в образовательной организации, утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества. Данный распорядительный акт может выглядеть как основной приказ, который подписывает руководитель образовательной организации, а иные документы прикладываются в форме приложений. Положение о программе наставничества образовательной организации, о которой речь шла в предыдущем случае, является организационной основой для внедрения целевой модели наставничества. Определяет формы программы наставничества, зоны ответственности, права и обязанности участников, а также функции субъектов программы наставничества. Типовое положение о программе наставничества, по мнению методологов, может включать в себя следующие информативные характеристики. Это описание форм программ наставничества. Это права, обязанности и задачи наставников, наставляемых, кураторов и законных представителей в случае, если участник программы несовершеннолетний. Это требования, выдвигаемые к наставникам, изъявляющим желание принять участие в программе. Это процедура отбора и обучения наставников. Процесс формирования пар или и групп из наставника и наставляемого, наставляемых, процесс закрепления наставнических пар, формы и сроки отчетности наставника и куратора о процессе реализации программы наставничества, формы и условия поощрения наставника, критерии эффективности работы наставника, условия публикации результатов программы наставничества на сайте образовательной организации и организации партнеров, форма соглашения между наставником и наставляемым, а также законными представителями наставляемого в случае, если участник программы несовершеннолетний. И формы согласия на обработку персональных данных от участников наставнической программы или их законных представителей в случае, если участники также несовершеннолетние. Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества включает в себя, как правило, следующую информацию. Это сроки реализации этапов программ наставничества. Это мероприятия по информированию педагогического и родительского сообществ о проводимых мероприятиях по реализации программ наставничества. Это мероприятия по привлечению наставников к реализации программ наставничества. Если говорить об основных этапах реализации целевой модели наставничества в образовательной организации, то методологи выделяют следующие 7. Во-первых, это подготовка условий для запуска программы наставничества.
Следующий этап – формирование базы наставляемых. На третьем этапе формируется база наставников. Далее проводится отбор и обучение наставников. И после этого осуществляется формирование наставнических пар или групп. Далее организуется работа наставнических пар или групп. Ну и в конце концов мы говорим об этапе завершения наставничества. Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях осуществляется в рамках нескольких контуров. Это внутренний контур программы и внешний контур программы. Внутренний контур программы предполагает организацию хода программы, отбор обучения наставников, формирование наставнических пар, контроль и мониторинг и так далее. А внешний контур программы предполагает информационную поддержку, информирование и привлечение наставников, привлечение ресурсов, поиск финансовой и иной поддержки, необходимой для подготовки наставников и организации программы и так далее. Рассмотрим деятельность образовательной организации на каждом этапе более подробно. На первом этапе подготовка условий для запуска программы наставничества. Работа внутри организации предполагает следующее действие. Это обеспечение нормативно-правового оформления программы наставничества. То есть, по сути, это разработка локальных нормативных документов. Это информирование коллектива и обучающихся о подготовке программы. Это сбор предварительных запросов обучающихся, а также молодых специалистов, могущих выступать в качестве наставляемых в рамках данной программы. Это формирование команды и выбора кураторов, отвечающих за реализацию программы. Это определение задач, форм наставничества и, конечно же, ожидаемых результатов. Также на данном этапе необходимо сформировать дорожную карту внедрения целевой модели наставничества, определить необходимые для реализации ресурсы, как внутренние, так и внешние. Если говорить о работе с внешней средой на данном этапе, то необходимо определить заинтересованные в наставничестве аудитории в зависимости от выбранной формы наставничества, а также информировать аудитории через целевые медиа о возможностях программы наставничества, а также планируемых результатах и вариантах участия. На этапе формирования базы наставляемых работа осуществляется в основном внутри организации. При этом необходимо информировать родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях программы, а также организовать сбор данных о наставляемых по доступным каналам через родителей, классных руководителей и так далее, в том числе сбор запросов наставляемых к программе. Ну и включить собранные данные в базу наставников, а также в систему мониторинга влияния программы на наставляемых, примерная форма которой была представлена ранее. На следующем этапе, при формировании базы наставников, внутри образовательной организации необходимо в первую очередь проинформировать коллектив, обучающихся и их родителей, педагогов и молодых специалистов о запуске данной программы. Собрать данные о потенциальных наставниках из числа педагогов и обучающихся. Работая с внешней средой, необходимо осуществить взаимодействие с целевыми аудиториями на профильных мероприятиях с целью поиска потенциальных наставников, ну и применить систему мотивирования наставников. На следующем этапе отбора обучения наставников необходимо разработать критерии отбора наставников под собранные запросы, а также организовать отбор и обучение наставников. Работая с внешней средой, необходимо привлечь психологов, сотрудников педагогических вузов, менторов к отбору и обучению наставников, а также найти ресурсы для организации обучения через некоммерческие организации, через гранты, конкурсы, предприятия и так далее. На следующем этапе, заключающемся в формировании наставнических пар или групп, внутри организации необходимо разработать инструменты и организовать встречи для формирования пар или групп.
а также обеспечить психологическое сопровождение наставляемым, не сформировавшим пару или группу, и продолжить поиск наставника. Работая с внешней средой, методологи рекомендуют привлечь психологов, волонтеров, сотрудников педагогических вузов к формированию пар или групп. Следующий этап заключается в организации работы наставнических пар или групп и предполагает достаточно большое количество действий внутри организации. Это выбор формата взаимодействия для каждой пары или группы. Это анализ сильных и слабых сторон участников для постановки целей и задач на конкретные периоды. При необходимости предоставления наставникам методических рекомендаций или материалов по взаимодействию с наставляемым или с наставляемыми. Это организация сбора обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы. Это сбор данных от наставляемых для мониторинга влияния программы на их показатели, а также разработка системы поощрения наставников. Работая с внешней средой, методологи рекомендуют на данном этапе транслировать промежуточные результаты программы партнерам программы и медиа для актуализации и потенциального вовлечения в будущий цикл программы. И на завершающем этапе, который звучит как завершение наставничества, внутри образовательной организации также необходимо организовать сбор обратной связи наставляемых, провести рефлексию, подвести итоги мониторинга влияния программы на наставляемых, организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы, реализовать систему поощрений наставников, организовать праздничные события для представления результатов наставничества, чествования лучших наставников и популяризации лучших кейсов. Сформировать долгосрочную базу наставников, в том числе включая завершивших программы наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли. Работая с внешней средой, предлагается привлечь сотрудников педагогических институтов, психологов к оценке результатов наставничества. Пригласить победителей бизнес-сообщества, образовательных организаций, НКО, исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, выпускников на итоговое мероприятие. И популяризировать лучшие практики и примеры наставничества через медиа, через участников и партнеров. Разработанная целевая модель наставничества, внедрения наставничества, также предлагает некоторые механизмы мотивации и поощрения наставников. Число основных мотивационных факторов методологи относят поддержку системы наставничества на общественном, муниципальном и государственном уровнях, а также создание среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая роль. К основным мерам по популяризации роли наставника можно отнести следующее. Это организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников на разных уровнях, проведение конкурсов профессионального мастерства по типу «Наставник года» или «Лучшая пара», «Наставник плюс» и так далее, поддержка системы наставничества через средства массовой информации, создание специальной рубрики в социальных сетях или интернет-издания, участие руководителей всех уровней в программах наставничества, организация сообществ для наставников и так далее. К основным нематериальным формам поощрения наставников можно отнести следующее. Это поощрение наставников по результатам участия в ежегодном конкурсе на лучшего наставника, например, муниципалитета либо региона, посредством вручения грамот, званий, нагрудных знаков и так далее. Это благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся, размещение фотографий лучших наставников, например, на доске почета образовательной организации, предоставление наставникам возможности принимать участие в формировании предложений, касающихся развития организации, рекомендации при трудоустройстве, образовательное стимулирование, нематериальное поощрение на рабочем месте и
меры, такие как, например, получение дополнительных дней к отпуску, расширенная медицинская страховка, иные льготы и преимущества, которые предусмотрены в организации, в которой работает наставник. Также создание системы нематериальной мотивации возможно в виде иерархии наставников. По мнению методологов, там позволит повысить лояльность участников и являться дополнительной мотивацией как формат общественного признания и поощрения. И основными элементами иерархической системы при этом могут являться следующие параметры. Это достижения наставника, это глобальное значение, то есть, как правило, мотивацию наставников увеличивает вера в успех программы наставничества в создании новой и масштабной системы, ну а также рейтинги и иерархия, которые выстраиваются на персональном уровне или непосредственно групповом. Таким образом, уважаемые коллеги, мы рассмотрели с вами основные функции образовательных организаций, которые необходимо осуществить при внедрении целевой модели наставничества. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч. Всего доброго, до свидания.